все. Ты раздвигаешь горизонты, проясняешь дали, вдохновляешь стартующих на ближние... Добрый вечер, уважаемые телезрители. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию торжественной церемонии закрытия 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Мы находимся на стадионе Майгатта Бертхара в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Позади 6 интереснейших, 6 напряженных соревновательных дней этого масштабного праздника спорта. И сегодня мы будем подводить итоги этих 6 дней и, конечно же, будем чествовать победителей. Ну и сразу, да, вот режиссер телетрансляции предлагает нам итоги выступления команд в первой группе. Первое место заняла команда городского округа город Якутск, сумма мест 47. Второе место Мегина-Кангаласский улус, сумма мест 64. На третьем месте студенты, в их активе 116 баллов. Нюрбинский район на четвертом месте 121 очко и четвертое место. Пятые хангаласские спортсмены, 126 пунктов у них. Вилюйский улус далее располагается на седьмой позиции, 134 балла. Они на шестой, извиняюсь, на седьмой Мирнинский район 227, Нюрнбергский район на восьмом 242 мест набрали они. Ленский район на девятом месте 439,5 они набрали. И замыкает таблицу в первой группе спортсмены из Алданского района 450 баллов и 10 место. Но сразу перейдем ко второй группе. Вторая группа. Первое место. Хозяева соревнований. Усть-Алданский улус 38 мест. Чурапчинский улус идет далее. 63 балла. На третьем месте Намский улус 85. Четвертое место Сунтарский улус 94. На пятой позиции Амгинский улус 140 баллов они набрали. Татинский улус на шестой позиции 151 балл. Верхневилюйский идет далее. У них 186 пунктов. Агату, студенты Агату на восьмой позиции 323 очка. У них Усть-Алданский улус второй состав, вторая команда, 340 баллов. Девятое место у них. Лёкминский район завершил соревнование на 10-й позиции, 426 они набрали. И спортивный союз студентов у нас 456 очков набрал и замкнул таблицу второй группы. Третья группа. Первое место Горный улус, 117 баллов они набрали. Первое место Кобяйский улус, второе место 146. Тройку лидеров замкнули представители Томпонского района, 196 баллов у них. Среднеколымский улус 197 очков, четвертое место. Верхоянский район на пятой позиции 203 очка. Юмяконский улус на шестой позиции 324 балла у них. Усть-Майский улус, имея в активе 338 пунктов, заняли седьмое место. И последнее место городской округ Жатай 369. Ну и последняя таблица, четвертая группа. Оленёкский район 161 балл они набрали. Отстали от них представители Жиганского района. Второе место 211,1 балла. Момский район на третьей позиции 219 баллов. Анаварский улус 221 очко. Четвертое место. Пятое место Булунский улус 355,5 балла. Устьянский на шестой позиции 379. Абыйский улус 396 баллов. Седьмое место. На восьмой позиции Лайховский улус 429 баллов. Венебатантайский улус 9 место 461 балл. Верхнеколымский улус 465 баллов, 10 место. И последнее место в этой группе у нас заняла команда Нижнеколымского района 473 балла. Таковы итоги выступления команд во всех 4 группах. Ну и за всем происходящим на главной арене наших игр на стадионе Майгатта Бертхара вместе с вами будем наблюдать мы, я, Власий Сергеев, также Ларина Сакуева. Добрый вечер, дорогие друзья. Власий, объясни нам, пожалуйста, что означают эти цифры, сумма мест, о которых ты только что говорил. Да, система распределения очков, вернее, выявления победителей заключается в следующем. То есть занимает первое место команда, которая заняла больше всех позиции в группе лидеров. Например, допустим, у тебя 3 соревнования, да, хотя у нас 16 дисциплин, чтобы легче было объяснить. 3 дисциплины, ты трижды занимаешь первое место, то есть у тебя 3 балла, ты занимаешь первое место. Занимает лидирующую позицию команда, у которой наименьшее количество баллов. Соответственно, если ты в 3 позициях занимаешь последнее, ну, допустим, 10 место, у тебя 30 очков, и ты остаешься на последней позиции.
Мне кажется, что поклонники игр Дыгына прекрасно знакомы с этой системой. А между тем, через несколько мгновений на стадионе Маягата Бертхара начинается церемония закрытия. Сегодня нас ждет очень насыщенная программа, которую завершит погашение огня и спуск флага игр. Да, немножко грустно, что этот праздник спорта, 8-е по счету спортивные игры, подходит к концу. Но, естественно, что у всего, что есть начало, есть и конец. Руководит церемонией закрытия главный режиссер-постановщик Сергей Расторгуев, который, к слову, ставил открытие и закрытие на прошлых играх в Амге. А я бы хотела, пользуясь случаем, немного вспомнить историю спортивных игр народов Якутии. Как вы знаете, что первые игры прошли именно здесь, на Усть-Алданской земле. Случилось это 26 лет назад, в 1996 году. И первые игры были посвящены столетию Олимпийских игр. Честь и принять у себя спортсменов со всей республики раз в 4 года, начиная с 1996 года, удостоились также Покровск. Случилось это в 2000 году. Хандыга Тампонского улуса в 2003-м. Четвертые игры прошли в селе Сунтар. В 2010 году эстафету игр принял Алекминск. Далее огонь зажегся в селе Намцы. И предыдущие 7-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия прошли в 2018 году в Амгинском улусе. Разные годы менялось количество видов спорта, количество районов, из которых прибывали участники и сами спортсмены. Массовый рекорд принадлежит прошлым 7-м играм, когда участие приняло 2743 спортсмена, а в этом году приняло участие 34 команды, это 1870 спортсменов, и они соревновались, как мы уже говорили, по 16 видам спорта. Ну а пока у нас на стадионе идет хореографическая композиция, уверен, что организаторы игр подготовили нам также очень масштабное шоу. Думаю, закрытие ничем не будет уступать открытию, да, игр. Помним, что тут на Маягата Бертхара, конечно же, масштабное действие было, вовлечено очень большое количество более людей. 2500 человек. Это артисты Усть-Алданского района, а также артисты, приехавшие из города Якутска. По словам главного художника постановочной группы «Церемониям закрытия» игр, главного художника Государственного цирка Якутии Петра Винокурова, всего на церемонии открытия и закрытия задействовано более 3000 предметов реквизита разных габаритов и порядка 2500 костюмов. Только представьте себе, какая-то огромная работа. Цифры впечатляющие, конечно же, но и стоит отдать должное вообще в целом оргкомитету и представителям Усть-Алданского улуса. Ведь чтобы провести эти игры, они столкнулись с большими трудностями. Помним мы, что прошлые игры состоялись с опозданием в связи с паводком в 2019 году, хотя должны были пройти в 2018 в Амгинском улусе. И плюс, конечно же, пандемия коронавирусной инфекции тоже, конечно же, внесла коррективы. Но несмотря на все трудности, Усть-Алданский улус организовал и провел эти игры на высоком уровне. Об этом говорят все, об этом говорим мы, об этом говорят участники, об этом говорят волонтеры, об этом говорят спортсмены, представители тренерского штаба. Все сегодня уедут из барагонцев, из Усть-Алданского района в хорошем настроении и с чувством выполненного долга. А я хотела бы вернуться к церемонии закрытия, вернуться к участникам этого красочного зрелищного действа. Отмечу, что костюмы, изготовленные по эскизам талантливого художника Государственного цирка Якутии Виктории Новгородовой, и основные цвета декорации выполнены в соответствии с брендбуком игр. Да, ну а сейчас гимн Алданского улуса.
Прозвучал гимн торжественную церемонию Алданского закрытия улуса. 8-х спортивных игр народов Ну и сейчас мы, как я понимаю, приступаем уже к торжественной, да, вот, части. Приветствуем команды парад спортсменов нас с вами победителей ждет. и призеров 8-х спортивных игр Помним, как народов на открытии Республики это было прилично, Саха-Якутия. масштабно. Ну и сейчас спортсмены уже появятся также на арене стадиона Майгаттап Перхара. Уверен, что уже с медалями. Гаврилевич. Ну и, кажется, парад уже вступил на арену. Озвучили, что парад спортсменов возглавляет, ну, как вы думаете, кто? Конечно же, главный судья 8-х по счету спортивных игр народов республики Николай Гаврилевич Цепандин. В общекомандном зачете среди участников Приветствуем всех спортсменов, участников. Ну да, вот в зеленой форме у нас сначала идут представители судейского корпуса, да, вот Цепандин возглавляет эту колонну. Судьям, конечно, тоже стоит отдать должное, ведь от их работы зависело очень многое. Судьи в таких вот Встречаем команду ярких зеленых города формах и город Якутска. Якут перед вами. Это первая группа. Да, победители первой группы. Ну и видим, да, вот спортсмены с медалями. Счастливые. Давай напомним, какая у них сумма мест. сборная команда Как Мегина город Якутск одержал победу. Якутск набрал 47 баллов, занял первое место. Но я думаю, вот по дисциплинам, да, мы сможем вернуться позже, потому что сейчас уже вторая группа вступает. Мегина Кангаласский Улус, которая набрала 64 пункта. Ну, видим, у некоторых спортсменов по несколько медалей, выступали они в нескольких дисциплинах. Это, думаю, касается легкоатлетов в первую очередь. И третья группа. Это Северо-Восточный федеральный университет. Они набрали 116 позиций. У нас они запускают, как я понимаю, призеров. Вот 3 лидирующие Да, команды. да. Вот это у нас первая группа, конечно же, Отличительная идет. черта церемонии закрытия, что первыми выходят призеры, победители-призеры этих игр. Мы видим то, что, конечно, у всех прекрасное настроение. Но мы перешли к третьей группе. С первой группы перескочили, да, на третью группу. Горный Улус в этой группе занял первое место, набрав итоговые 117 баллов. За ними следует Кобяйский Улус в красивой светлой форме. Мы эту форму, кстати, отметили с Власом на церемонии открытия. Кобяйцы набрали 146 пунктов и, как мы уже сказали, заняли второе место в своей группе. Счастливые лица кобяйцев, следом за ними Тампонский на Улус. стадионе сборная команда Да, Тампонского района. Набрал 196 суммарных мест, суммарных баллов. Горный 117, Встречайте Кобяйский команду 146 и Усть Тампонский 196. Алданского Итоги Улуса. третьей группы. Мы переходим к следующей группе. И как встречают, да, команду хозяев, это первая команда Усть-Алданского Улуса. 38 мест. Очень уверенно они заняли первое место, потому что их ближайший преследователь в лице Чурапчинского Улуса набрал 63 балла. 38-63. С большим отрывом Усть-Алданский Улус, первая команда, да, заняла первое место. Вот и чурапчинцы выходят. На стадионе Флагом. сборная команда Чурапчинского Со всеми Улуса. вот этими необходимыми атрибутами. В специальной форме. Имеются как маленькие флажки, да, так и
большой флаг. Колонна Червчинского района проходит перед трибунами. Приветствуют они зрителей, всех участников торжественной церемонии закрытия спортивных игр. Ну а следом следует Намский Улус. Он замыкает тройку призеров второй группы. Намцы набрали 85 позиций. Команда Намского Улуса. Да, и гордо, да, носят спортсмены медали. Очень красивые, кстати, медали. Да, мы Специально видим тоже изготовленные. у некоторых тоже по несколько медалей на груди. Ну и само собой, прекрасное настроение у всех спортсменов. Завершаются игры. Спортсмены готовились очень долго к этому событию. И, конечно же, они рады выступить, они рады узнать итоги, получить заслуженные награды. У нас осталась четвертая группа. Ее возглавляет Оленевский район, который набрал 161 место. Да, но тут тоже лидерство оленевских спортсменов такое Команда серьезное, ведь на втором месте у нас соревнования завершили в этой группе Оленевского представители Улуса. Жиганского Улуса. У них, например, вот 211,1 балла, то есть 161 и 211,1. Встречайте команду Жиганского С небольшим Улуса. отрывом, кстати, следом за ними пойдет следующая сборная команда. Сейчас мы увидим ее на экранах телевизоров. Ну а пока, да, мы видим, как спортсмены из Жиганского Улуса. На стадионе А команда вот и Момский Момский, да. район. Разница небольшая, всего 8 пунктов. Они отстали от Жиганского Улуса и заняли в своей группе 3-е место. Ну и еще раз давайте пройдемся по итогам в данной группе. Оленевский район первое место, 161 балл. Жиганский район второе место, 211,1 балла. И третье место Момский район, 219 баллов. Следом в этой группе идут Анабарский Улус, он занял 4-е место. Булунский Улус у нас на 5-м месте. Усьянский Улус на 6-м. Абыйский Улус занял 6-е место. 7-е место, извините. Алайховский Улус 8-е место. Эвено-Батантайский на 8-й позиции. Верхнеколымский Улус 10-е место. И замыкает группу Нижнеколымский район. Ну и на закрытие пришли, конечно же, и самые Микрофон маленькие, приглашается самые юные любители главный спорта. судья 8-х спортивных игр народов Приветствуют они Республики также Саха, спортсменов. У нас Якутия, все участники, вот Цыбандин люди, которые вошли в Николай группу призеров во всех Гаврилович. 4 группах, Отличник сейчас физической красиво культуры и устраиваются спорта колоннами Российской возле Федерации центральной и Республики сцены. Саха, Так, и Якутия. сейчас приглашают к микрофону Уважаемый председатель главного организационного судью комитета, Николая Цыпандина. спортсмены, судьи, жители и гости Усалданского Улуса. На финальных соревнованиях 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия приняли участие 1836 спортсменов из 37 команд. Задействовано 255 судей. По 16 видам спорта разыграно 206 комплектов медалей. На играх был установлен рекорд Республики Саха-Якутия по прыжкам в длину с результатом 7 метров 40 сантиметров Игорем Скрябиным из команды Мегано-Кангаласского Улуса. Разрешите огласить общекомандный итог спортивных игр. В 4-й группе 11 место занял Нижнеколымский Улус. 10 место Верхнеколымский. 9 место Эвено-Батантайский. 8 место Аллайховский. 7 место Абыйский. 6 место Усьянский. 5 место Булунский. 4 место Анабарский. 3 место Момский Улус. 2 место Жиганский Улус. И 1 место Оленевский Улус. В 3-й группе 8 место занял
городской округ Жатай. 7 место Усмайский. 6 место Аймеконский. 5 место Верхоянский. 4 место Среднеколымский. 3 место Томпонский улус. 2 место Кобяйский улус. И 1 место Горный улус. Во второй группе 11 место заняла команда Российского студенческого спортивного союза. 10 место Алекминский улус. 9 место Усалданский улус, 2 команда. 8 место Агату. 7 место Верхневлюйский. 6 место Татинский. 5 место Амгинский. 4 место Сунтарский. 3 место Намский улус. 2 место Чурапчинский улус. И 1 место первая команда Усалданского улуса. В первой группе 10 место заняла команда Алданского улуса. 9 место Ленский улус, район. 8 место Нюрингринский. 7 место Мирнинский. 6 место Вилюйский. 4 место Нюрбинский. 3 место Северо-Восточный федеральный университет. 2 место Мегано-Кангаласский улус. И 1 место город Якутск. В неофициальном общекомандном итоге абсолютно лучший результат показала 1 команда Усть-Алданского улуса. Соревнования прошли на высоком организационном уровне. От имени всех судей выражаю огромную благодарность за теплый прием жителям благодатной Усалданской земли. Спасибо. Это был рапорт главного судьи На сцену приглашаются игр. заместитель председателя правительства Бандина. Республики Саха-Якутия. Озвучил он результаты. И, кстати, отметим, что в конце он отметил, сказал о том, что Салтанский улус у нас первая команда так еще и победила в абсолютном первенстве, что, конечно же, местная публика встретила бурными овациями. Ну а сейчас слово предоставляется, вернее, для награждения, да, на арену приглашают председателя правительства республики, а также председателя организационного комитета по подготовке к проведению данных игр Сергея Местникова и еще первого заместителя председателя Государственного собрания Ильтумы Республики Саха-Якутия, сопредседателя организационного комитета по подготовке и проведению 8-х спортивных игр Александра Жиркова, а также министра по физической культуре и спорту республики, заместителя председателя организационного комитета Леонида Спиридонова и, конечно же, главу муниципального района Усть-Алданский улус, заместителя председателя организационного комитета Алексея Федотова. Слово предоставляется заместителю председателя Ну и сейчас Республики Саха-Якутия, будет выступать организационного Сергей Васильевич комитета Местников, по проведению заместитель председателя правительства республики, еще раз отметим, и председатель организационного комитета по подготовке и проведению игр. Местникову. Өтіктавыллах сақабы-сірін олықтақтыра өтік мәні өлгеттар. Әйгіне барығытын бұйылғы сақа-сірін нороттарын ақсы спортивной 10 юлыра ұйтылан сирихиләқтік түміктәміттерінен идейдік істінік әғардалейбін. Уважаемые жители и гости Республики Саха-Якутия, уважаемые жители и гости Усть-Алданского улуса, разрешите от имени руководства республики поздравить вас с завершением на гостеприимной Усть-Алданской земле спортивных игр народов Республики Саха-Якутия
Селебарагонцы Усть-Алданского улуса. За эти 6 дней в спортивных играх народов Якутии участвовали более 20 тысяч участников из разных уголков нашей республики. Проведены более 100 мероприятий культурного значения в рамках столетия якутской автономии, посвященные истории и культуре Усть-Алданского района и истории и культуре всей нашей республики. Проведено более 60 соревнований. Это показывает грандиозность, масштабность данного мероприятия. Это показывает большой интерес со стороны жителей нашей республики. В эти дни на спортивных площадках села Барагонцы и прилегающих населенных пунктах, а также на дорожках прекрасного, замечательного стадиона Маягатта-Бертхара засияли новые имена якутских спортсменов, установлены новые рекорды. Кроме спортсменов и гостей, которые непосредственно прибыли для участия в спортивных играх и поболеть за свою команду, за телевизором наблюдали, за интернетом наблюдали более миллиона жителей из уголков нашей республики. В эти дни мы, организационный комитет, получали положительные отзывы о гостеприимстве жителей Усть-Алданского улуса. В эти дни мы, организационный комитет, получали множество положительных эмоций о прекрасной атмосфере спорта, дружбы и мира, которая царила на всех спортивных площадках села Барагонцы Усть-Алданского улуса. Это говорит о самой высокой оценке для нас, для Организационного комитета Республики и улуса. Уважаемые участники и гости, еще важным моментом является проведенная работа по строительству социально значимых объектов, спортивных сооружений, благоустройство территорий населенных пунктов, строительство и ремонт автомобильных дорог, увековечение выдающихся личностей Усть-Алданского улуса. Единство и сплочение жителей Усть-Алданского улуса укрепило еще раз чувство патриотизма, любви к родной республике, к великой России. И вся эта работа, все эти достижения реализованы благодаря прямому решению и поручению главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева. Давайте поблагодарим все вместе главу нашей республики Айсена Сергеевича Николаева. Безусловно, спортивные игры народов Якутии в селе Барагонцы Усть-Алданского улуса вошли в историю спорта Якутии как одно из ярчайших событий в истории спорта Якутии, в истории нашей республики, в этот юбилейный для нас год столетия якутской автономии. Для вас, для всех участников и гостей желаю достижения новых высот, счастья, благополучия, мира и добра. Уруй Айхалбаулун! Начинаем торжественную церемонию итоги. Сергей Васильевич, и сейчас на стадионе начнется торжественная церемония вручения государственных наград. вклад в реализацию государственной политики по формированию людей, которые образа жизни населения, своим трудом продолжают развивать республику, спорт в республике и поддерживать статус спортивного, одного из самых спортивных объектов Российской Федерации. И, конечно же, эти люди заслужили эти награды. И сейчас на сцену приглашается Анатолий Михайлович Самков, представитель футбола нашей республики. Анатолий Михайлович Самков является старшим тренером, преподавателем по мини-футболу детско-юношеской спортивной школы номер 4 города Якутска. Теперь хочу отметить, что в республике у нас 4 заслуженных тренера.
по футболу. Это Анатолий Самков, это Олег Марченко, это, конечно же, Ивочкин. И вот из Нернгри тоже был специалист, к сожалению, сейчас не вспомню фамилию. То есть у нас уже 4 заслуженных тренера республики по футболу. Также почетное звание «Заслуженный тренер Республики Саха-Якутия» вручается Томскому Дмитрию Томскому, тренеру-преподавателю специализированной детско-юношеской спортивной школы номер 3 имени Валерия Петровича Керемясова. Также он получает награду и почетное звание. А между тем на сцену приглашается Федоров Андрей Васильевич, старший тренер-преподаватель по национальным прыжкам детско-юношеской спортивной школы имени Егора Габышева Усть-Алданский УЛУС. Ему также присвоено почетное звание «Заслуженный тренер Республики Саха-Якутия». Что ж, плюс 3 заслуженных тренера у нас в республике. Поздравляем мы Анатолия Михайловича, Дмитрия Дмитриевича и Андрея Васильевича с их заслуженными наградами. Желаем им плодотворной работы и дальнейших успехов в своей деятельности. Ведь они как раз-таки вот отвечают за то, чтобы зажигались новые имена, раскрывались таланты. Ну а сейчас знак отличия «Гражданская доблесть» вручается Виктору Портнягину, заведующему спортивно-оздоровительным комплексом имени Николая Николаевича Тарского, детско-юношеской спортивной школы имени Егора Габышева, объект Усть-Алданского УЛУСа. Председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Так, а сейчас, дорогие друзья, слово предоставляется первому заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмень, сопредседателю организационного комитета по подготовке и проведению 8-х спортивных игр народов республики Александру Жиркову. Каждая из команд, которые приехали на спортивные игры из-за различных уголков нашей необъятной республики, они приехали за победой. Они настроены были на победу, они приехали за новыми достижениями. Они приехали за новыми познаниями, за новыми друзьями. И я надеюсь, уверен, что это им удалось. Главный итог 8-х спортивных игр, думаю, все присутствующие в стадионе Маягатта Бертхара согласятся с этим. Главный итог заключается в том, что 8-е спортивные игры народов Якутии на древней Усть-Алданской земле состоялись. И вошли в число наиболее знаменательных спортивных событий в истории спортивного движения нашей родной республики. Поздравляю всех вас! Өтөкманы уэлжеттар күнді бір дойдулақтарым. Беге өр күппіт ақсы спортивный анюлар бұд. Бүгін түміктенер күннері үнні. Мен үз солы бәлет еқпен бағарабын. Бастадан тұран, түрәбіт ескәбіт, ұсалдамыт сірем, ұрастанан, бәлемненен, онда мен санық бар бұл тәриятчілері, олықтақтары түхешігейдік бәлемнен біттерейден тұргутан көрді. Ол тұргутуыны бейге тәңе асты бұд,
Arastanlı bud, jammutun sergebitin, ılcıttar butun, toqta sürdek johunnaқты üçgöydük körüstü bit. İti bastakı kılan soruk butun beygi, jestaktık tolordu bud. Buka varı, oloqtaqtar, qahayıttar, jelaktar. Eyakatinna maqtal boldun. İkkiz kılan soruk bud bihenem. Bu kurakta higem, usaldanlar, öbügelerin atın tühen berbet kınam. Johunnaaqtık, jestaktık kıttaqtaqtar denetem. Ol kılan soruk butun bihigi, tolordu but den bugün eter tüaqtaq but. Qas birdi, mürü siriger, borogan siriger, usaldangan, kürakta kelbet, ulus bereste bitellerger, kamanda çilenlerger, eyyaka buka barıgıtıgar, ulakan maqtal, kelbek kitiger, küraktayıga kilsivik kitiger, onna bu küraktayı eyyaka, inni kütün össe bir dabayı boldun, ehigi bu küraktayı kütügar sanağıtıgar ilcahillin, ehiginin niki kayılarga ebi kınattatın, Ақсы спортивный аню күттілақтарыгар, өлжеттарыгар, онна бұғыр спортивный анюны тәрібет, ұсалдан жанығар сәргетігар, бұқа барығытығар, ұруй айқал болдың, ұруй, ұруй, ұруй. Слово предоставляется. Пламенная речь Александра Николаевича, поблагодарил он всех участников и спортсменов, также отметил, что перед Улусом стояла задача организовать и успешно провести игры, с чем успешно справились. Ну а сейчас слово главе Усть-Салданского Улуса Алексею Федотову. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемый Леонид Николаевич, дорогие гости, друзья, земляки, вот и пролетели во время работы долгие, а по окончанию уже очень короткие 6 дней наших игр. Надеюсь, они вам понравились. И самое главное, я хочу выразить огромную благодарность оргкомитету, руководству нашей республики и лично главе республики Саха-Якутия, нашему Элдархану Айсену Сергеевичу Николаеву за столь добрую поддержку и за проявленную ответственность в проведении наших игр. Я уверен, что все эти объекты будут и дальше служить нашему району, нашим жителям, нашим детям. Они и дальше будут продвигаться, помогать в политике здорового образа жизни и в социально-экономическом развитии всего нашего района. Дорогие друзья, честно скажу, что к этим играм соприкоснулся каждый житель Усть-Салданского Улуса. Поверьте, мы старались изо всех сил, от всей души, для вас, для всех наших гостей в эти дни, чтобы вам было приятно, комфортно, и чтобы эти игры и эти дни остались у вас только в доброй памяти. Утактабылах, ыңғырылақ алжаттар, күнді бір дойдылақтырым. Беге, бұған юларға, өркемге кәтәхен, оңғылан, білемненен, үгіз күрәнәк күндері аған кәлен, бұл үті күнлер бінтін атардывыд. Әтетлебетін көрдік, басыдан тұран, объекттері бітірен, жоны әргені көрсіоқтаяқ сүрін сұрық бұтын, толырдывыд яғынывыд. Онытан екейінен, ғыл жұмсақ жон бұғытынан жоны әргені өрі көті көрсен баран, Хаятардағын ұты көйі, өрі көйін бәбіт дойды бұтығар қалыры қаден сорық бұтын әмесі пепететтен мен ұлыс өрен астынан тұрауын. Бұл ағылытығар әппедем көрдік. Беге Саха-Ерен спорттың историятығар Амбасты кулуғынан 2-тен ойыны ұлбы поллақ бұтына. Бүгін беге Усть-Салдан бұтылуғын спорттың историятығар саңа страница арылынна. Спорт 16 көріңіттен ағығығар бастатывыд.
Ekkitigar 2 bollu bud. Ekkitigar 3 bollu bud. Ondan etelibinin kurduk sportsmenleri gıtta kız kanğa körsüge eten turabıd. Bu anyunu belemden ige usaldan kas biddik oluktağa betin kığınan bolbakka kığın tahanan ölülen belemden ne diyen. Ondan ehege meye hayatır dağını kığıtından bolbakka kığıt tahanan kisiyakta yakıtyan hana turbuta. Oğultar bıd, kırgıttar bıd onu iki tögül kuhardılar diyen bilgin bige etebet. Onunla kenlerge maqtanan beye kayın. Men maqtanımın eyaka bir doydulaqtar var. Qas birdi mannu lәбі çoğuna. Sopardarga, tünleri günleri mal taspıt çoğunlar butugar. Jona happıt çoğunlarga. Jebitin oputun komaya hacıbık çoğuna. Böylek bitin komayuga tünleri gün üstleri tuğbakka sürbük köpüt barı ölü lәбі çoğun butugar. Bu anyu ıtıllarga beyaka bir sürün tirakpet sitim var buluqtaqtı. Bege Tomas Tutar, Ubastır депутаты Ахпыт Александр Николаевич. Беге Бор комитеті халайын ыппыт Сергей Васильевич өйбілін білебет. Беге улус нейлектерін, бағылықтарын, депутаттарын, елтімен депутаттарын кітті бары бірге өлілен кәлдебет. Беге улус бұты егер тәңе әме бартаситін бар. Манна кәлен олырар, улус алдан луғын Себеттерин берси дәтелі. 1996 жылда ғанюлар сүрін тәриятчілері бол бұд. Мен күтті құруқ сүбәма болан бұл кәмдерге өліләд. Оны білген дағын өліләдер. Үдікті бұлақ ұйбай банымыз Каладезникап кәлен олыр. Сүрбалта жылда атағаню ұтылы бұта. Оны бұл білген ұтылына. Беге бара етімін әқтік өліләні әрбет ол үті өтіміге. Күнді бар жанырым, бар бұтығар, өйдіхü, өйәхü, ил әйәрі бар болын. Усалдан жанугар өссө дөгүл барга мактал. Улуу жану жуардара. Ытык жану чаттары болар бутын көрдөр бүпүдүгөр. Өрү көтү өссө күз көксәтин. Дом. Ну, а в последней части выступления, да, Алексей Васильевич, помимо участников организационного комитета, также отметил и поблагодарил вот водителей, уборщиков, вот людей, которые работали на кухне, вот занимались размещением, убирали территорию, вот волонтеры, скорее всего, мы их называем бойцы невидимого фронта. Да, вот они тоже были отмечены, что, конечно же, правильно. Ну а далее состоится вручение муниципальных наград. Алексей Васильевич наградит 4 участников спартакиады. Ну и сейчас звание почетного гражданина Усть-Алданского улуса вручается Константину Давыдову, начальнику отдела спорта, семейной и молодежной политики администрации района. Также это звание сегодня получает Ушницкий Иван Петрович. Он становится почетным гражданином Усть-Алданского улуса. Иван Петрович – член Союза журналистов и писателей Российской Федерации, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии имени Василия Васильевича Никифорова «Кулюмнюр». Поднимается на сцену Иван Петрович. Как раз мы говорили о бойцах невидимого фронта. Ивану Петровичу помогла подняться на сцену девушка-волонтер. Тот человек, это те люди, без которых не обошлась организация этих игр. С особой радостью, с особой гордостью, я думаю, глава Усть-Алданского улуса сегодня вручает Артуру Бурцеву сертификат на сумму 1 миллион рублей. Ну, это, конечно, поощрение, да, серьезное. И тем более вот драма случилась вот с участием Артура Бурцева, да, ну и поддержали спортсмена. Но заслужил Артур Бурцев, конечно, да. Является он мастером спорта России по легкой атлетике, многократным чемпионом России по эстафетному бегу, победителем и призером Кубка России. Ну и все-таки получил он свою награду. В его первый соревновательный день на дистанцию 10 000 метров мы все очень волновались, беспокоились за Артура. На следующий день
он реабилитировался и завоевал золото. Да, игр. Так, отличился, конечно, еще Василий Румянцев, теннисист, мастер спорта России. Он получает ключи от автомашины Toyota Wish. Тоже очень серьезный, да, серьезное поощрение. Но Василий Румянцев — это, конечно же, один из флагманов якутского настольного тенниса. Он мастер спорта России, 4-кратный чемпион Дальневосточного федерального округа, призер чемпионата России среди студентов, ну и, конечно же, победитель этих игр. Мы очень рады за Василия, за Артура. Маша, Артур, иккидинчи алта, иккидинчи уансыллахтан ханна да халбары бака. Қаз бидді күректегі ұсалдан лұғын чейін чейсяқты көміскен. Онна бей командабытын құру кендекі көңі тағаран іспеттерігер өстетігіл барға мақтал болын. Еннеге лоқтыры өсті ұлыған сетихилері. Халғы дағаны бей қаны үчіге үйті өверін әчілері ағаланлар. Эддігі көйеге херді тұрдынар ден бағаны аны күтті. Ну и Алексей Васильевич добавил, что Артур Бурцев с честью представляет цвета своей команды и хотел бы, чтобы еще больше вот таких столь преданных людей было вообще вот в целом в спорте. Так, и сейчас награждение начинается. Награждают победителей и призеров 4-й группе. Награждение проводит глава Усть-Алданского улуса Алексей Васильевич Федотов. Ну и вот тут как раз, Ларина, то, что мы говорили в начале, да, чуть ли не начали говорить, вернее, вот подробнее мы остановимся на результатах команд. Муниципального образования Момского района. 3-е место в 4-й группе занял Момский район. Он заработал нынче 219 позиций. Да, 219 баллов они набрали. Сейчас я пытаюсь разобраться с таблицей, что очень непросто. Момский район, Момский улус сейчас выходит. В аэробике... Представители Момского улуса сейчас идут к пьедесталу и по аэробике Василий. 43 балла, как записано, да? Хотя столько команд. 43 балла, 25 они набрали в баскетболе, 3 на 3 среди мужчин. Но тут мы тоже никак не успеем физически, да, 16 дисциплин перечислить. Сейчас чествуют еще раз. Вручают только, да? Ну, можем идти дальше. Вот баскетбол среди женщин. Так, 3 на 3, 43-я позиция. Волейбол среди мужчин. 19 место, 24 место в волейболе. Нет. Представители Момского района получают красивый кубок и сертификат на 400 тысяч рублей. А следом приглашается к пьедесталу Жиганский район. Он занял в этой группе 2-е место и набрал 211,1 пункта. Да, и представители команды выходят на пьедестал почета, на сцену с флагом. Нет, флага у них нет, это просто наши операторы нашли, да? Нет, флаг все-таки, да, впереди идет, конечно же, да. С флагом выходят представители команды, и они также получат свои... Кубок победителя. Да, кубок и сертификат, как я понимаю. Сумма здесь будет уже другая. Посмотрим, что получит Жиганский район. $700 тысяч рублей и кубок победителя получает Жиганский район. И Оленёкский улус сейчас приглашается на сцену. Нет, Венкийский приглашают.
Оленевский Улус мы приветствуем еще раз. Они заняли первое место, набрав 161 балл по итогам 6 соревновательных дней. Ну и можем озвучить, да, еще раз пробежаться по итогам выступлений спортсменов в этой группе. Оленевский, давайте с третьего начнем, так интереснее, да? Момский район, Момский Улус, третье место 219 баллов. Второе место Жиганский район 211,1 балла. И первое место Оленевский Улус 161 балл. Они получают красивый кубок и сертификат на сумму 1 миллион рублей. Ну и сейчас мы перейдем к следующей группе. Третья группа, и награждение проводит министр по физической культуре и спорту нашей республики Леонид Спиридонов. На сцену за третье место сейчас приглашается Тампонский район. Он занял третье место, повторюсь, и набрал в течение всех соревновательных дней 196 баллов. Ждем представителей Тампонского района. Видимо, ждали, пока предыдущая тройка призеров четвертой группы покинет пьедестал почета. Сейчас мы видим Тампонский Улус. Представители этого улуса получают сертификат на сумму 400 тысяч рублей и кубок за третье место. Спортивная атрибутика на этих играх, я думаю, что очень красивая. Посмотри, какой замечательный, внушительный кубок. Он станет гордостью спортсменов из Тампонского района, да и вообще всех спортсменов, которые сегодня окажутся на пьедестале почета. А мы сейчас видим представителей Кобяйского Улуса. Еще раз хочу отметить, мне нравится их форма такого светлого оттенка. На этих соревнованиях Кобяйский Улус заработал 146 баллов и занял второе место в своей третьей группе. Три представителя этого улуса сейчас поднимаются на сцену, занимают второе место. И им также вручается сертификат и кубок игр. Да, Леонид Спиридонов получает сертификат на сумму 700 тысяч рублей и, конечно, кубок за второе место. Кубок, который займет важное место в коллекции трофеев Кобяйского Улуса. А между тем приглашается Горный Улус в этой группе. Он занял первое место и заработал 117 баллов. Горный Улус – чемпион 8-х спортивных игр народов Якутии. Звучит торжественная музыка, и они с радостью и гордостью подходят к сцене и поднимутся сейчас на пьедестал почета. Да, представители Горного Улуса сейчас с гордо развивающимся флагом района взойдут на высшую ступень пьедестала 8-х по счету спортивных игр народов республики. Леонид Николаевич им вручает также сертификат на 1 миллион рублей и кубок, который торжественно поднимает глава района над головой. Пожалуй, один самый приятный момент, да, для спортсменов, для участников соревнований, когда можно поднять трофей, кубок над головой. А давайте сейчас пробежимся быстренько по списку и обозначим, кто же в этой группе занял призовые места. Третье место Тампонский район, на втором месте Кобяйский Улус и первое место пальму первенства получила команда из Горного Улуса. Ну и фотография на память, как же без нее. И сейчас мы перейдем ко второй группе. Третье место заняла команда. Награждение второй группы проводит первый заместитель председателя Государственного собрания Тумен нашей республики, сопредседатель организационного комитета по подготовке и проведению 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ширков.
И первыми в этой группе приглашается сборная команда из Намского Улуса. Они заняли 3-е место и набрали 85 баллов в течение всех соревновательных дней. Ну и представители Намского Улуса поднимаются на сцену, где мы продолжаем чествовать лучшие команды, победителей и призеров во всех группах. Напомню, что это группа номер 2. И зайдут они сейчас на 3-ю ступень пьедестала и получат сертификат на 400 тысяч рублей и кубок. Ну, с наградной атрибутикой, конечно, да, на играх всегда все было в порядке. И медали красивые, и кубки, смотрите, и массивные, да. Но тут важнее кубок, конечно, нежели сертификат. Да, согласна. А сейчас приглашается Чурапчинский Улус. Он в этой группе занял 2-е место, набрав 63 балла. Ну и представители Чурапчинской команды высоко поднятой головой и флагом в том числе гордо идут в главной сцене, которая располагается у нас на стадионе Майрата Перхара, на главной арене данных игр. Стадион «Красавец», вмещающий 3000 зрителей. И специально построенный для этих игр, для 8-х спортивных игр народов Якутии. Да, и представители Чурапчинского Улуса благодарят И поздравляют своих соперников, можно так сказать, спортсменов из Намского Улуса. Да, соревнования завершились, и спортсмены, конечно, благодарят друг друга за соперничество, за то, что имели удовольствие делить с ними, вот, может, мини-футбольную площадку. Нет, ну мини-футбол-то нет. Ну, боксерский ринг, борцовские маты, да. Потому что вообще вот они состязались вместе с ними, и все, подвели итоги, поднимают кубок. Ну а между тем приглашается 1-я команда Усть-Алданского Улуса. В этой группе они заняли 1-е место, набрав в течение всех игр, всех соревновательных дней игр 38 баллов. Такая хорошая цифра, 38 баллов. Да, показатель впечатляющий. Ну, очень тепло. Конечно же, встречает своих земляков стадион Майрата Перхара. Усть-Алданцы. 1-я команда Усть-Алдана возглавляет эту группу. Ну, а что касается второй команды, да, она завершила соревнования на 9-й позиции в этой группе из 11 команд. Первая команда муниципального района Усть-Алданский Улус-район. Ну и получают они сертификат на сумму 1 миллион рублей. И заветный кубок победителя. Представитель делегации очень рад, счастлив. Это видно. Ну и кубок поднимает глава. Глава Усть-Алданского Да. Улуса Алексей Федотов. Давайте напомним, кто же занял призовые места во 2-й группе. 3-е место у Намского Улуса, 2-е место у Чурапчинского Улуса и 1-е место занял Усть-Алданский Улус, команда номер 1. Председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель организационного комитета. А между тем, да, мы приступаем к награждению 1-й группы. И награждение проводит заместитель председателя правительства нашей республики, председатель организационного комитета по подготовке и проведению 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. Да, заместитель председателя правительства республики подведет итоги выступления спортсменов в этой группе. Позади 6 соревновательных дней. Более 1800 спортсменов оспаривали медали в 16 видах спорта.
И вот в этой группе у нас на третьей позиции игры завершили представители, студенты Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. У них в их активе 116 баллов. Но у нас университет, конечно, да, славится тем, что спорт там высоко чтят. Студенты очень хорошо выступают на различных всероссийских и международных соревнованиях. И то, что они занимают третье место в наших играх, на наших играх, это прямое тому доказательство. Сергей Местников вручает сертификат на 400 тысяч рублей и кубок. Второе место заняла команда муниципального района. Так, а между тем приглашается обладатели второго места, и это Мегино-Кангаласский Улус. Они набрали 64 балла в течение всех соревновательных дней 8-х спортивных игр народов Якутии. Мегинцы заняли второе место в первой группе. Но мы помним, что на эти соревнования команда Мегино-Кангаласского Улуса привезла самую большую делегацию. И, конечно же, это речь идет не о том, что вот просто кто хочет, тот привез больше. Да, это говорит о том, что действительно, значит, сильная команда, ведь они завоевали столько путевок на отборочном этапе. Это говорит действительно о том, что как серьезно подходят мегинцы вот, подготовке к играм. Ну и развивается флаг Мегино-Кангаласского Улуса на трибунах. Развивается этот флаг, конечно же, на сцене. На второй ступени пьедестала почета 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Ну и сейчас будут приглашаться победители первой группы. Столичная команда. Приглашаются, вернее, представители городского округа город Якутск. Константин Семенович возглавляет вот эту делегацию. И сейчас сборная Якутска получит сертификат и кубок. Напомним, что Якутск возглавил данную группу под номером 1, набрав 47 баллов. У студентов, извиняюсь, у мегинцев 64 балла, ну а у студентов 116 пунктов ровно. Да, и то, что вот глава Улуса отметил, да, то, что в абсолютном первенстве все-таки, да, Усть-Алданский 38 у Усть-Алданского Улуса, да, баллов. Против Якутска, у которого 47 баллов. Да, ну, то есть да, абсолютное первенство действительно Усть-Алданцев, и причем ну, с таким ощутимым, да, запасом. Поздравляем мы усть-алданских спортсменов. Ну, конечно, на своей земле, да, при родных стенах одержали они первенство, победу в общекомандном абсолютном зачете. Ну вот как раз, да, приглашают. За это тоже будут награждать, как я понимаю, или это просто озвучили? Так, пока я не вижу представителей. Нет, это просто озвучили, да, то есть неофициальные все-таки. Да, неофициальный зачет, и просто, да, информацию озвучили, то, что действительно, вот усть-алданская команда набрала меньше всех баллов. Мы уже объясняли систему распределения победителей. Молодцы, молодцы представители усть-алданской команды. Ну а я лично очень рада за команду города Якутска, которая в своей группе заняла первое почетное место. Влас, я знаю, что ты расстроился за сборную из Якутска, которые не смогли вырваться вперед в мини-футболе. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, конечно, да, я, будучи уроженцем Якутска, сегодня поддерживал команду Якутска в финале турнира по мини-футболу. Но одновременно я был очень рад за усть-алданскую команду, которая одержала действительно заслуженную победу. Действительно, это была очень хорошая такая история состоялась. Усть-алданцы победили, стали победителями турнира. И это абсолютно заслуженно. Хочу их еще раз поздравить. Поздравить Сергея Павловича Скрябина, тренера, и всех футболистов этой сборной. Ну и мы потихоньку, да, приближаемся к тому, что ну, ко всем этим традиционным, да, элементам закрытия. Спуск флага. флага. Спуск флага сейчас состоится.
А я хочу напомнить, что соревнования 8-х спортивных игр начались 4 июля и завершились сегодня. Да, флаг спустили. То есть один из обязательных пунктов церемонии закрытия у нас уже есть. Да, и флаг несли, конечно же... 6 спортсменов здесь, традиционно. Да. Это Федоров Афанасий, кандидат в мастера спорта по мини-футболу, двукратный призер России, чемпион России, трехкратный призер «Золотая лига». Гермогенов Николай, международный гроссмейстер, серебряный призер всероссийских интеллектуальных игр. А также Алексеев Евгений, мастер спорта России по вольной борьбе, неоднократный призер международного турнира Дмитрия Коркина, серебряный призер Кубка России, обладатель золотой медали 8-х спортивных игр. Также Мечея Калининская, многократная чемпионка и призерка республики по волейболу, победительница 8-х игр. И Василий Васильев, мастер спорта ФИДЕ, многократный чемпион и призер международных турниров по шахматам, победитель 8-х также игр. Екатерина Белолюбская, мастер спорта по масс-рестлингу, серебряный призер чемпионата мира и Европы, чемпионка России среди ветеранов по гиревому спорту, также победительница 8-х игр. Сегодня в последний соревновательный день прошел очень насыщенно. Прошли финальные бои в вольной борьбе, матчи в мини-футболе, волейболе, настольный теннис. И, как мне кажется, настоящий ажиотаж произошел именно в мини-футболе и на волейбольной площадке. Да, на этих площадках была настоящая жара, и сейчас вот 6 спортсменов, которых мы перечислили, победители 8-х игр, обладатели награды высшего достоинства, несут торжественно флаг игр и передадут они этот флаг представителям Нюрнбергского. Организаторам следующих 9-х спортивных игр народов Якутии. Не будем забегать вперед, Влас. Я думаю, что наши телезрители все узнают в свое время, где же и когда же состоятся 9-е игры народов Якутии. Ну и Афанасий Федоров в первом ряду несет торжественно флаг. Афанасий внес большую лепту в победу усть-алданской команды в турнире по мини-футболу. Афанасий Федоров действительно является одним из лидеров данного коллектива. Выступает он за мини-футбольный клуб «Заря», который представляет Якутск. Ну и Афоня Федоров, конечно же, у нас является воспитанником усть-алданской школы футбола, мини-футбола. И затем только он уже играл в дубле «Зари» и начал выступать на профессиональном уровне. Флаг сейчас будет доставлен к центру этого отрезка беговой дорожки, и состоится торжественная церемония передачи. Республики Саха, Якутия. Алексеев Евгений, мастер спорта России по вольной борьбе. Пока я не вижу делегацию, которая будет встречать. Серебряный призер Кубка России, чемпион 8-х спортивных игр народов Республики Саха, Якутия. Калининская Мечея. Еще раз нам напоминают, кто несет флаг. Следом за спортсменами идет делегация усть-алданского улуса. Ее возглавляет глава района Алексей Федотов. Он и передаст флаг организатору следующих 9-х спортивных игр. Такой символичный момент. Делегация в красивых костюмах, в красивых национальных костюмах движется по беговой дорожке стадиона. И навстречу им, я думаю, будет такая же не менее красивая делегация, которая встретит флаг и, соответственно, примет следующие игры. Да, добрая традиция спортивных игр, торжественная церемония. А вот и мы видим как раз, как навстречу усть-алданцам движется делегация из Нюрнбергского улуса. Хотела немножко сохранить интригу. Нюрнбергский улус будет в следующий раз принимать у себя спортивные игры народов Якутии.
В целях дальнейшего развития физкультурно-оздоровительной работы среди населения республики, Ну и сейчас состоится передача флага, которую к центру этого отрезка беговой дорожки доставили обладатели золотых медалей этих игр. 9-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия в городе Нюрба Нюрбинского района Республики Саха-Якутия с 7 по 11 июля объявляются даты проведения следующих 9-х по счету игр. года. Они пройдут в городе Нюрба Нюрбинского района с 7 по 11 июля 2027 года. Кстати, за право принять спортивные игры народов Якутии боролось 6 муниципальных образований республики. И в итоге путем тайного голосования выиграл Нюрбинский район. Он опередил главного конкурента Хангаласский улус всего на 1 голос. И требования к кандидату, которые должны принимать спортивные игры у себя, были очень высокими. Так, обязательно наличие исторического обоснования, то есть юбилейные даты, спортивная история улуса и так далее. Ну и сейчас Алексей Федотов, глава Усталданского улуса, передаст флаг председателю Нюрбинского районного совета депутатов Сергею Ивановичу Евсееву. Слово предоставляется главе муниципального района Усть-Алданский улус район. Флаг Алексею передается Нюрбинскому району, который в 27 году примет 9-е по счету спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. С чем мы сердечно поздравляем Нюрбинский улус. Ну и слово Алексею Федотову. Бу оңюлар балақтырын ека өрілік бұғыға майгыға тұттарды бұд. Еккеден жүрбәтті ұлға ме, сақа жона әргеті, сақа әрін ұлжыттыра, арасымық барты тоғырған, өрер, көтер, жолы төстір сірдерінен көк нүрба болуын ден баған авдын әтәбет. Поздравил Слово Алексей Васильевич предоставляется председателю Нюрбинского районного совета Нюрбинского депутатов района и Евсееву выразил надежду на то, что эти Ивановичу. игры также пройдут успешно. А сейчас слово Сергею Сақасырын ұлықтақтыра, Евсееву. күнді ұсалдан ұлығын ұлықтақтыра, күнді ақсыз спортивнай оңюлар тәрел комитетін бары членнері, күнді спортсменнар, тренердар, онна бүгінгі дәрәхін бары күттілақтыра. Әгіне бүкі бары күттін Нюрбалуғын жонын сәргетін ардыттан ақсыз спортивнай оңюлар үздік тәңнақтық ұтылдан түміктәмінтерінен Нюрбалуғын жонын сәргетін ардыттан үзетек сіңнік әғарделебен. Бейгі ұлыс бұтығар 900 спортивнай Сақан оротын спартакиадының үті Нюрбалуғын қаз бейді лоқтауғар бейеқа барыбытығар үрдік чест онна әппетінес. Оны бейге честақтық толырақ бүттен бүгін әгендіктер әрінері біт. Онна бұқы барығытын. Екі түнча үрбәтті әлға Нюрбаға күйті біт. Председатель Нюрбинского районного совета депутатов Сергей Иванович выразил благодарность за то, что доверили провести игры именно в городе Нюрбе, и он также уверил, что игры пройдут успешно. И как Сергей Иванович рассказал мне в интервью накануне, что готовятся к играм, они начали еще в прошлом году. У них строятся школы, детские сады и спортивные объекты. Ну, давайте послушаем выступление нюрбинской делегации. Тихонова, представительница делегации Нюрбинского улуса.
Итак, передача флага состоялась. Я хочу напомнить, что в этих играх приняло участие более 2500 человек. Это включая судей, тренеров и волонтеров. Последних, кстати, на спартакиаде было задействовано 250 человек. Волонтеры работали по 6 направлениям. В судейской коллегии сопровождение команд. Они и сейчас работают. Вы можете их увидеть на трибунах в красивой фиолетово-желтой форме. Мы уверены, что очередное доказательство тому, что это масштабный праздник спорта, который объединяет людей разных возрастов, разных сфер деятельности. Это действительно в этом заключается феномен спорта. И вот сейчас мы это прекрасно видим. Две делегации в красивых спортивных формах, национальных костюмах сейчас дружно покидает, беговую дорожку, вручили флаг, передали флаг, и принимающая сторона в лице Нюрбинского улуса выступила с художественными этими выступлениями, песнями. И сейчас
они покидают арену. А между тем нас ждет большая концертная программа. Перед вами выступят Варя Аманатова, трио «Аттар» под руководством Романова, Владимир Заболоцкий. Кстати, многие знают, что Владимир Ильич – почетный гражданин Усть-Алданского улуса. Ну и сейчас перед вами выступает Варя Аманатова. и образцовый народный ансамбль «Кончари». Для вас выступала Варвара Аманатова. И продолжается у нас концертная программа выступлением жонглеров трио «Аттар». Давайте посмотрим, что они подготовили. Ласпағарқан самыла, оңочо куяр кутурукта, қаңаластай бүтчіңіна, таңаралыр бечетте, сабаналыр жағыллақ, ағысадар мүхелек, түер-түерең туяқтақ, жөгөйтін төлкөлөк, соноғостой барақсан. Вас приветствуют артисты Государственного цирка Республики Саха-Якутия имени Марфы Сергея Расторгуевых, серебряные призеры Международного циркового фестиваля «Казахстан» и обладатели специального приза «Испания» трио «Аттар» под руководством Романа Романова.
Трио «Аттар» под руководством Романа Романова. В этот праздничный день, день ликования идеалов Артисты государственного спорта, наши цирка сердца выступили перед вами. Трио «Аттар» в ритме продемонстрировали, да, вот координацию, ловкость рук. Зарядили всех небывалой энергией, подарили зрителям море эмоций. На сцене народный артист Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Усть-Алданского улуса, солист театра оперы и балета имени Сорно Моллана Владимир Заболоцкий. Ну и для вас сейчас выступит Владимир Заболоцкий. Көмес мастақ түйілге, батырдары үңірір. Көмес мастақ түйілге, батырдары үңірір. Ялгетім сақ-сақам сірі, күйстақ бәрін көрсігір. Сарын сақа онюта, батырдары үңірір. Өбіге бітіге, көмес мастақ түйілге, сақа омуқ онюта. Уруй хайқалын еқі, өбіге бітіге, көмес мастақ түйілге, сақа омуқ онюта. Уруй хайқалын еқі, көмес мастақ түйілге, батырдары үңірір. Көмес мастақ түйілге, батырдары үңірір. Мақты досты тұту ақты, Бытчың сарын бұйып бастар, ара салбас арылар, жүгер мәккер көн көрсір. Өбіге бітіге, көмес мастақ түйілге, сақы омуқ онюта, ұруй хайқалын еқі. Өбіге бітіге, көмес мастақ түйілге, сақы омуқ онюта, ұруй хайқалын еқі. Көмес мастақ түйілге, батырдары үңірір. Көмес мастақ түйілге, батырдары үңірір. Чей, 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 чей. Сірттен аттақтар, атақ тәпсән оларан. Албанаты бұл жағар, атырақтақ кейхәләрі. Өбіге бітіге, көмес мастақ түйілге, сақы омуқ онюта, ұруй хайқалын еқі. Өбіге бітіге, көмес мастақ түйілге, сақы омуқ онюта, ұруй хайқалын еқі. Көмес мастақ түйілге, батырдары үңірір. Көмес мастақ түйілге, батырдары үңірір. Көмес мастақ түйілге, батырдары үңірір. Чей, 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 чей. Владимир Заболоцкий. Мы благодарим Владимира Заболоцкого. Но сейчас услышим дивный голос оперной певицы Зинаиды Колодезниковой. Международных конкурсов солистка Государственного театра оперы и балета имени Соруна Омоллоно Зинаида Колодезникова. Can you keep a secret?
secret of the love is you. Can you make a promise? Can you make a promise? Stay forever true. Stay forever young. Bébé, l'amour qu'on ton avoir. Bébé, ma vie, c'est toi, j'ai mis sans toi. Bébé, tell me what you're feeling, tell me what you're feeling. I just wanna know. Tell me what you're dreaming, tell me what you're dreaming. Let your feelings show. Stay and don't let go. Bébé, l'amour qu'on ton avoir. Bébé, ma vie, c'est toi, j'ai mis sans toi. Bébé, l'amour pour moi. J'étais l'amour, Спасибо Зинаиде Колодезниковой. Ну а сейчас давайте еще раз насладимся координацией, ловкостью артистов государственного цирка имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Республики Саха-Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Группа Next 2 под руководством Романа Романова.
динамичное, яркое представление. Ну а через несколько мгновений начнется церемония погашения огня 8-х спортивных игр народов Якутии. Влас, вот как ты думаешь, почему эту спартакиаду называют Якутской Олимпиадой? Ну, само собой, заключается дело в том, что на этих комплексных соревнованиях лучшие спортсмены республики оспаривают медали именно в олимпийских дисциплинах. И тут, как и на главном старте четырехлетия, у нас также проводится раз в 4 года, и также выступают сильнейшие из сильнейших спортсменов. И, конечно же, это подходит полностью. Есть такие элементы, как зажжение огня, поднятие флага. Такие же действия происходят и на Олимпиаде. А если говорить о масштабах этой спартакиады, то все соревнования 8-х спортивных игр народов Якутии освещала большая команда главных телеканалов республики НВК Саха, Якутия-24 и Мамонт в количестве 110 человек. И прямо сейчас эти главные каналы транслируют, что на поле стадиона вышел талисман этих игр, жеребенок Джигей. И, конечно, даже этот жеребенок не мог не принять участие, в церемонии закрытия. Конечно, ровно как и мы начали говорить о том, что Олимпиада, как и на Олимпийских играх у нас есть символ, талисман. На Олимпиаде они тоже есть. А я хочу напомнить, что автором этого символа, талисмана, стал житель Усялдана, педагог дополнительного образования Прокопий Колодезников. Главный символ 8-х спортивных игр народов Якутии как продолжение темы герба Усялданского улуса. Ведь на гербе Усялданского улуса изображен конь, как вы знаете. Колористика талисмана придерживается цветов герба. 96-й год на груди талисмана и 2022 на факеле показывает спортивную жизнь улуса. И если говорить о талисманах, то специально к этим играм были изготовлены симпатичные плюшевые игрушки в виде жеребенка. Высота этой игрушки составила 38-40 сантиметров. Правда, изготовлено их было немного, всего 32 штуки. Я думаю, что они стали прекрасным подарком всем участникам спартакиады. Ну и мы сейчас, как на Олимпийских играх, провожаем талисман 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Жеребенка провожают дети с шариками. Я думаю, сейчас будет массовый запуск шариков. Небо. Очень лиричный момент. И вообще на стадионе царит такая атмосфера, когда и радостно, и грустно одновременно. Да, абсолютно верно. Вроде бы такое красочное действие, но с одной стороны, конечно же, грустно от того, что наш праздник спорта подходит к завершению, но у чего есть начало, у того есть и конец. Действительно, прошли очень зрелищные игры, много эмоций, много ярких эмоций, побед и поражения, конечно, тоже были. Но в этом и заключается были установлены новые рекорды, озвучены новые звезды спорта. Ну и самое главное, я думаю, что в этой спартакиаде важны не только победы и новые рекорды, но и полученный опыт. Безусловно. Провожаем мы жеребенка ДЖГ, и состоялся у нас запуск шариков, Ну чем не Олимпиада 80-го года в Москве. Когда в небо улетал Мишка. Прощались с Мишкой. Ну а сейчас мы прощаемся с талисманом Джегегей. Думаю, что многие телезрители сейчас также выступили слезы радости, слезы гордости и грусти расставания с этими играми. Да, и огонь погас. То есть на этом мы можем уже считать, что действительно 8-е по счету спортивные игры народов Республики Саха-Якутия в селе Барагонцы Усть-Алданского района закрыты.
Min tuttun sürekber Töröbüt Allah'ım Sana gün geçerdir olakon Sağaktan sana ne arayar Sırdık soğlar tegan Arılar bugün de Главный стадион Солданского улуса прощается с 8-ми играми народов Якутии. Все было организовано и проведено на высшем уровне. Соревнования получились яркими и зрелищными. Масштабный праздник спорта в селе Барагонцы Усть-Алданского района завершается. Огонь погас, результаты озвучены, награды мы раздали. Ну и таким вот красивым салютом у нас завершаются 8-е по счету спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. На этой торжественной ноте мы с вами прощаемся. С вами за церемонией закрытия 8-х спортивных игр народов Якутии наблюдали Ларина Сукуева и Власий Сергеев. Дорогие друзья, занимайтесь спортом, будьте здоровы и до скорых встреч в эфире. И на таком красивом моменте мы прощаемся с вами. Действительно, игры получились очень красивыми и зрелищными. Усть-Алданский улус прощается с играми. Следующие игры в 2027 году примет Нюрбинский улус. Друзья, будьте здоровы! En sirconun barıtın, eyelah, illah, doğurdu oğoroğun. En ilkin, en eyelah çatı tümeğin, en keskinlah hırağa sirdigin, en tuhunan tıllağı tumnuva toğoroğun, omuktu cühündäği, oydom nobot sanalığın, kardırıta,
ытыктахар ыллык тыйгын. Дорогие друзья, на этом торжественная церемония закрытия 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия завершается. Желаем вам новых побед, счастья и любви. До новых встреч! Закрытие 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Подошли к завершению 8-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. Страсти, которые разворачивались на протяжении 6 дней, зрители и болельщики запомнят надолго. В первый же день фавориты прошлых лет женская команда по волейболу Амгинского улуса потерпела поражение в схватке с командой Якутска и, что еще более обидно, проиграла дебютанту игр Татинскому улусу. Хотя Татин